вечер, дорогие телезрители. В стране у нас выходной, но Хастегаланта выходит, как и должно выходить по понедельникам в прямом эфире. У нас буквально на днях, 14 мая, вся страна будет отмечать 70-летие Владислава Григорьевича Арзымба. Это хороший повод поговорить, и не только почтить память основателя современного государства нашего, но и взглянуть на тот путь, который начала наша страна во главе с ним, и путь, который мы уже прошли, и устремить свой взгляд вперед. Об этом мы сегодня поговорим с этнологом Мариной Барцец и депутатом парламента Ахрой Бжани. Добрый вечер. Добрый вечер, спасибо, что в выходной пришли к нам. Но тема такая, что, я думаю, она для всех важна и всем интересна. И я бы хотел начать вот с чего. Марина, вы депутат 3-го созыва парламента Ахра, сегодняшнего парламента, вы в политике не первый год и успели лично и общаться, и встречаться, и работать с Владиславом Григорьевичем Арзымба. Вот какие ваши ощущения, впечатления о нем, потому что вы его еще как личность, то есть как соратника, можно так сказать, помните и знаете, и при этом уже можно говорить о нем как об исторической личности. Марина, не знаю, с вас, наверное, начнем. Да. Ну, конечно, о Владиславе Григорьевиче можно говорить очень много. И, наверное, дня и 2 дней, наверное, может быть, не хватит, если мы развернем все, что нам интересно, все, что мы вспомним. Как сегодня Аслан Кубахи сказал на митинге, нескольких дней может просто не хватить. Если в рамках нашей передачи, мне кажется, в первую очередь надо сказать о том, насколько это был разносторонний человек, и насколько эта разносторонность в конкретном историческом периоде просто помогла нашему государству, фактически отчасти сформировала его. Что я имею в виду? Все знают, что Владислав Григорьевич был ученый и выдающийся ученый. Более того, он был историк. То есть, на мой взгляд, он ту дисциплину изучал, которая наиболее систематична. Не знаю, может быть, он уступает какой-то ядерной физике, но это дисциплина, которая нуждается в такой очень строгой систематизации. И мне кажется, этот его навык ученого, отточенный до блеска за время его академической деятельности, мне кажется, он ее просто блестяще использовал впоследствии и в политике, будь то в первую очень непростые этапы формирования государства, перехода от этих форумов, народных фронтов, уже государственности, потом война, и потом, наверное, самое трудное по кирпичикам строительство нового государства, фактически из ничего. Мне кажется, здесь его этот дар исследователя, для человека, который прекрасно знаком с тем вообще, что такое систематизация, анализ в науке, мне кажется, он прекрасно перенес его сюда, на политическую арену. Но можно дальше продолжить эту мысль, эту идею. Мне кажется, что Арзымб вообще получился бы, наверное, очень хороший бизнесмен, жесткий, потому что мне не часто, наверное, доводилось присутствовать на таких разговорах, которые касаются непосредственно политической темы. Но несколько раз я был тому свидетелем. Это был очень жесткий переговорщик, человек, который в первую очередь, почему я аналогии с бизнесом провел, он стоял в первую очередь только свои интересы. Все остальное было потом. И, к нашему счастью, это его интересы в тот момент прямо непосредственно совпадали с нашими общими интересами, интересами нашего государства. То есть, видите, как человек, с одной стороны, академический, умеющий подойти ко всему, в том числе и к этой последовательности, динамике, иерархии строительства государства, очень точно, очень так аналитически, с другой стороны, человек, который жестко, иногда даже просто, не знаю, на грани фола отстаивал свои интересы. Кстати, давал понять всем, неважно, кто были его союзники, партнеры, оппоненты, враги, все знали,
что переступать какую-то черту нельзя, что за этой чертой будет просто отпор, который потом придется отыгрывать. И я думаю, что вот такой подход был очень в нашу пользу. И он на долгие годы заложил вот такую базу, которую очень тяжело расшатать. Даже если мы будем допускать неизбежные ошибки, и даже если на нас будет оказываться, естественно, неизбежное внешнее влияние, вот эта база заложенная, вот этот фундамент, они на таком прочном основании построены. И главное, вот позволяет этот, исторический кредит. да, навык системности и навык сопротивляемости, мне кажется, отчасти, наверное, от него был передан вообще всему народу, всему нашему. Вот а в чем он заключается вообще этот навык? В чем заключается? Это в памяти или там в чем-то? Ну, у нас, если исходить из того, что к нашему отношению, там, допустим, к закону, да, там как бы все слишком условно обычно. Я хочу вам сказать, что все, в том числе и психология, в том числе и общественная психология, строится на какой-то практике, на аналогии. Если у вас один раз получилось, если вы видели примеры, образцы этого, и если вы точно знаете, что это получалось и приводило к каким-то общественным дивидендам, вы каждый раз будете это использовать. Вот это вот как-то адаптивные механизмы, да, то, что получилось. Формулы выхода из кризиса многократно у вас есть успешные. формула. И эта формула была успешно опробована, и вы увидели примеры лидерства в рамках этой формулы. Вы всегда будете ее использовать. И это ваша гарантия того, на какой-то определенный, конечно, не бесконечный срок стабильности. Потом ее надо развивать. И вот это уже наша задача, насколько нам удастся. Вот, кстати, у нас никогда не было опыта проиграть Грузии, да, народ не помнил в генетической памяти, в исторической такого не было, поэтому 41 мы что, считать не умели, что нас меньше, чем они, но никто не допускал, что они могут нас победить, потому что никогда этого не случалось. С другой стороны, есть еще, это успешные опыты, а есть еще отрицательные опыты, например, то, как мы поступили с Нартом Сосроком в эпосе, да, что мы лучшего своего из зависти можем свалить, убить и так далее. Мы также занимались работорговлей. То есть очень много нехороших арцагуна харафа. В истории своей, кстати, мы это знаем. И плохо, мы да, как-то считаем неуместным говорить об этом. Это кстати, мы называем вот расхожее вот это представление о граблях, на которых мы периодически наступаем. Но если говорить вот плохой абсуарха, плохой и хороший всегда рядом. Вот если думать вот о 20 веке, в 20 веке было 2 кризисных момента, когда мы могли погибнуть. Вот то, что Владислав Григорьевич назвал тектонические сдвиги, когда рушились 2 империи. В одно столетие в 2 раза рушилась империя. В 17 году Российская империя. И он писал о том, что он-то имел в виду второй кризис империи российской, советской уже, Советского СССР. И под обломками этой империи обычно погибают народы, случаются войны. Вот посмотрите, какие люди, если это не судьба, если, не знаю, я не говорю, мы богоизбранные, но любит он нас, немножко жалеет, да, Бога, о ком мы все время говорим, и вот посмотрите, если это вот нехорошее, то есть это удача, что в нашей судьбе были эти люди, был Нестор Лакоба, не просто эти люди, за которыми стоял народ, верящий в них, сила лидера, вот оба отличались вот этими лидерскими качествами, да, а Пыза это впереди стоящий, далеко видящий. Вообще вот абхазское слово айхабыра, старший, буквально айхабыра, вот власть имущий, да, по-абхазски это звучит как старший, но если мы посмотрим этимологию слова айхабыра, получается, как Айма Килба сказала, лингвист, я как-то не задумывалась об этом, что это тот, кто айхазбо, тот, кто видит далеко. Вот лидер, особенно вот такой, который решает судьбу народа, если в такой критический момент оказывается вот такая личность, он сможет стать впереди народа и вывести свой народ из этого, да, из-под этих обломков разваливающихся. Он не просто нас спасал. Вы вспомните 90-е годы, когда он начинал свою политическую карьеру, он не хотел ее делать, но так, опять же, волна его вывела. И посмотрите, он сделал одну из... Назовите другого абхаза, который стал вот такую политическую карьеру. Председатель, как член Верховного Совета СССР, да? Не просто депутат был. То есть, и он защищал же не только нас тогда.
Он защищал не просто автономные только республики, он еще, вот эта фракция «Союз», он переживал, попытался сохранить вот ту, вот все-таки это было большое государство. Лидером вот автономных образований тогда. И благодаря, депутаты, да, и посмотрите, благодаря этому, то есть когда началась война, мы все время говорим о помощи северокавказских наших братьев, они кровные братья, они по зову сердца, по памяти крови пошли к нам. Но в первую очередь мы мало говорим о Башкирии, о Татарстане. Вот я все время в День Победы о них вспоминаю, мы мало об этом говорим. Первую помощь-то оказывали вот эти лидеры, вот эти его друзья оттуда. И после войны, в блокадный период, то есть люди лично ему верили, верившие, симпатизировавшие, ценившие его. Конечно, он был фигурой такой, то есть его бы хватило на очень большую страну. И он и лидер не просто Абхаза, он лидер Кавказа. То есть это, конечно, в нем были все эти качества. А вот как нам использовать, он исторически, вот как вы сейчас очень правильно и очень умно это сказали, что он в нужный момент, в нужное время оказался с нужными качествами. А вот как нам этот опыт сегодня использовать? То есть, когда вот его жизненный путь закончился, вот это наследие, я не хочу это слово идеологии сказать, но он все равно в основе лежит и ментальности современного государства. Я говорю не научными фразами. Да. Вот как нам правильно этот вектор выстроить? Потому что вот сейчас и книги издаем, фотоальбомы, передачи снимаются о нем и так далее, и так далее. Но мне всегда ощущение такое, не про всех, но некоторое такое советскости. То есть у нас опыт советский все-таки недавний тоже есть, когда вот идеология, я имею в виду. Вот как это соприкасается с нашей ментальностью? Как вот это сделать идеологией нашего государства, вот сегодняшнего, национального, современного? Вот как вы видите? Ну, во-первых, герои нужны, то есть, вот, допустим, когда мы говорим ученик Хварцкий герой и так далее, то есть это не им нужно, это звание героя, да, идеалы. То есть Владислав Григорьевич герой, он первый герой войны в первую очередь. Он же не только, то есть, был главнокомандующий, он же вся внешняя политика, вот то, о чем Ахра говорил, его академичность, он же один обосновывал, один, без министерств, без институтов. Тогда только создавались эти министерства. Он во время войны уже создавал эти базы, основы государства. Но он один заменял собой все эти институты, один обосновывал наше право на независимость. Он был нашим идеологом, то есть правозащитником и так далее. То есть вот это все-таки герои нужны нам, мы должны знать, что вот это герой, потому что герои дают нам модель поведения. То есть они пробили нам путь, и мы идем по этому пути. Владислав-то был цельный, Владислав Григорьевич, мы его так имя было, да, без отчества называли. Особая любовь. Но с другой стороны, Марина, вот мы сейчас, кстати, приняли закон об увековечении памяти Владислава Григорьевича. Вот как нам избежать вот той ситуации, когда, допустим, есть вот как бы такие самые нехорошие варианты там вот такого культа, да, создание культа вот наподобие восточного, с другой стороны, ну вот когда нечто такое искусственное, которое абсолютно... При том, что он всегда призывал сам скромность. Да. Просто я понимаю, что есть любовь и уважение, да, но при этом как бы вот нам не перейти как бы в другую стадию. Конечно, есть, я думаю, это Ахра ответит на этот вопрос, потому что их парламент, то есть их созыв принимал этот ваш нынешний состав парламента это принял. Одну вещь хочу напомнить всем. На самом деле, вы посмотрите, конечно, мы должны опасаться, чтобы он не забронзовел, вот не стал вот таким, есть такое, мы можем просто много говорить и забалтывать, вроде бы делать какие-то акции, это может быть к формализму перейти. Ну вот представьте, масштаб личности Владислава Григорьевича был ясен при жизни. Вот не всем везет. Чаще всего надо как минимум умереть, чтобы ты стал героем. Вот масштаб его личности народ осознавал при его жизни. Вот назовите героев, назовите лидеров, о которых при жизни создали, при том, что, как вы сказали правильно, он был против этого, создали музеи, при жизни создавали памятники. Вспомните, после войны мы, этнографы, ходили по селам в 1994 году, особенно в Восточной Абхазии особенно, они по нему скучали, видимо, он был на этой стороне, западной. Стоя пили, был отдельный тост за Владислава Григорьевича, если люди стоя пили. При этом у нас все равно не было культа личности, даже тогда не случилось. Вот он был победитель, даже тогда у нас вот в народе все-таки есть иммунитет. Ну, нету у нас вот этого арабского
озим там биться головой. Ни восточного, ни западного. В этом смысле мы ближе к демократии вот такой, более западной, чем восточной. Да. То есть нет такой опасности, хотя... Но у нас же тогда и не было, это все от души же шло, то есть никаким законодательным актом вот это... может мы сейчас в опасности, Инал? А может мы сейчас боимся, мы это сделали потому, чтобы... Мы увидели, был еще другой период, когда специально мы его фактически, как со сроков... Да, как с ним же Нет, я говорю о том моменте, в котором мы, вот как у нас раньше, допустим, у абхазов все-таки, когда и писанных законов не было, там Апсора была, да, там были. Суд был, суд фамильный был, да, и вот этот фамильный суд, он всегда народный, да, то есть в его искренности, правильности решений мало кто сомневался. То есть сейчас, когда мы все-таки перешли на другую форму, как бы государство создали государство, стали писать законы, издавать, то есть мы как бы ушли от этой нравственной категории, мы перешли там, отдали все на откуп государствам, а законы вот они как-то можно стало как-то обходить, да, то есть они как некий такой прикладной элемент, когда мне удобно, там и ручку придадим. И вот я говорю о том, что вот все-таки вот есть такое вот нравственное вот, составляющее, и тут мы переносим все вот это в закон, и как бы мы, как бы опять же не повторилось, как у нас вот сейчас происходит. Знаешь, все, старик, я понял, можно отключить? Да. Я длинно, я всегда слишком долго говорю. Кстати, такая была вот эта фраза у Владислава, часто молодым, старым, он старик. Все-таки, конечно, понимаю то, что вот есть как бы народная любовь, народные отношения, и, конечно, эта народная любовь не нуждается в какой-то особой кодификации там, и так далее. Но есть это, а есть идеология. Если бы в этом не было необходимости, и у других народов, и достаточно демократических, там, не тяготеющих к какому-то авторитаризму, там, у американцев, французов и так далее, англичан, они бы этого не делали, но они делают. Они ставят памятники, они называют города, штаты, связывают с их какими-то днями рождения, прочее, другие праздники, печатают на монетах, купюрах. Почему? Потому что они хотят дать понять, не только себе, им не надо давать понимать, мы сами так все знаем. Но они хотят понять на поколение вперед, заложить образцы. Знаете, я должен на что-то ориентироваться. Но когда я вижу, что вот это, да, я буду на это ориентироваться, когда я вижу в каких-то письменных работах в истории Абхазии, на симпозиумах, конференциях, семинарах, когда я как госчиновник обязан что-то делать. Это нормы, которые, я думаю, что никогда не приведут нашему народу вот такого-то восточного вот этого вот, может, неправильно говорить, да, восточного, но тем не менее, какого-то там раболепства, нам это не свойственно, мы достаточно толерантный и такой вот народ, но в качестве идеологического инструмента, в качестве государственного ориентира вот уровня, планки, это надо иметь. Это всегда поможет, и это всегда будет. Мы этим еще собственную самооценку тоже каким-то образом поднимаем. Но теперь я хотел бы вот вернуться, если позволите, к тому, о чем вы до этого говорили. Что сейчас надо сделать и на что ориентироваться, чтобы вот эти высокие стандарты, которые у нас были, благодаря Владиславу, чтобы их поддержать. На самом деле, мне кажется, что точно повторить вот эту вот уникальную комбинацию, которая очень редко в истории бывает, там, время, личность, там, состояние народа, чтобы все вот так вот совпало, период исторической ломки, но такого не будет, понимаете. Но мы увидели много, что мы должны культивировать, и к чему должны стремиться, в том числе и руководители, осознанно и искусственно. Например, вот это харизма Владислава. Одним словом, взглядом, каким-то действием он в состоянии был поднять народ, вызвать воодушевление и ставить и решать грандиозные задачи, которые вообще, казалось бы, были неразрешимые. Что мы должны делать? Мне кажется, мы должны находить в обществе и очень смело, и как даже целенаправленно привлекать
людей вот такого типа, они могут не обладать каким-то академическим образованием, богатым политическим опытом, но у них вот это должно внутри гореть, и вот этот огонь внутри, который есть харизма, мы должны искусственно привносить в политику. Тогда мы в каком-то смысле будем гарантированы от коррупции во всех смыслах этого слова. Коррупции в управлении, коррупции внутри, коррупции в отношении, вот этому политическому цинизму, который рано или поздно не появляется. Вот это мы должны искусственно делать, первое. Второе, Владислав Григорьевич, на мой взгляд, был немножко таким вот рисковым человеком. Он был таким, как ты уже говорилось, по-хорошему азартным. Если он считал, что какая-то задача интересная, что цель достойная, может быть, немножко рискованная, мне кажется, он всегда готов был сказать, мы рискнем, сделаем. А ничего, что это кажется неосуществимым. Вот эта доля вот такой вот разумного риска тоже должна присутствовать в нашей политике. И мы это тоже должны взять как образец. И последнее, что мне кажется, что, может быть, нам немножко не хватает, особенно в последнее время, мы потеряли широту взгляда. Владислав Григорьевич совершенно право, Марина сказала, я никогда не забуду выступление в Тандила Гарска на каком-то нашем раннем съезде, где он сказал, что Владислав Григорьевич мог быть не только президентом Абхазии, а президентом любой страны. Масштабно. Только президентом, вообще руководителем, может быть только тот человек, который мыслит так, что эти мысли будут соответствовать этому уровню в любой стране. Масштаб задач не меняется от того, что большая или маленькая страна, а риски не уменьшаются. Вот эта широта взгляда всегда должна быть очень широкая, большая. Надо охватывать все, весь горизонт, внутри, снаружи и так далее. И если мы будем ставить такие цели, вот такого широкого масштаба, мы будем достигать успехов и внутри, в нашей небольшой стране. А если нам будет казаться, что страна маленькая, а давайте мы такие маленькие задачи, вот что нам, мы мелкие, давайте, ничего не получится. И вот этому надо тоже учиться у Владислава Ардзиба, который ставил вот такие задачи, который имел колоссальное влияние на политическое пространство всего бывшего Советского Союза. Мария, ты сказала, как к нему относились? Владислав Григорьевич по себе такая личность была, но эта личность не может все-таки стать системой для дальнейших политик. Это все-таки... Надо брать образцы, использовать их. На то и есть политический процесс и политические образцы и прецеденты. Что надо, мы знаем, но на выходе как получается. Я как раз говорю о том, что, может, есть смысл поговорить о том, как его вот эти качества, его биография и вообще этот феномен Владислава трансформировать именно в политику, в ментальность политическую. Да. Вот как это возможно? Во-первых, посмотрите, по большому счету, нам надо выбрать героев, да, ориентиры. Вот это хорошо. Это, кстати, удачно, успешно наш опыт, да, вот такие личности, мы их выбираем для себя, им это не нужны, эти звания, то есть они нам нужны, мы их используем, их имя используем. С другой стороны, посмотрите, по большому счету же, вот как Ибрагим сейчас сказал, то, что он был историком, историк — это человек не просто, который далеко видит, он видит на века, на тысячелетия. Тем более он занимался древнейшей историей, когда вот эти древнейшие первые цивилизации создавались. Человек видел очень далеко назад. И вот он всегда в своих интервью, когда мы сейчас смотрим, читаем, он же все это сказал, программные вещи, вот сегодняшние экономические, политические, идеологические вещи, все это же он сказал. И самое главное, то есть это путь, вот, и он все время говорит, что государство — это инструмент для сохранения народа. То есть он всегда говорит, все время, вот мы помним это, он все время говорил, чаще всего он использовал слово ответственность лидера. Он ошибется, это повлияет на судьбу народа, это может принести к гибели народа. То есть вот это вся бремя ответственности. Я снял с себя 15 лет самого тяжелого периода. Он все время говорит об ответственности. Он знал это, роль вот этой личности, роль первого человека. И такой человек не просто принимает решения политические, такой человек, принимая решения, особенно то, что он был историком, он знал через 100 лет, как это может обернуться. Он же нам говорил и о нефти тоже.
В конце он сказал, к счастью, сейчас эту тему остановили. И про Россию тоже говорил, что там К тоже счастью, он не знает, что сейчас, к несчастью, мы опять эту тему поднимаем. Он говорил о том, что, смотрите, сколько стран, десятки стран, в которых народ в нищете только для олигархов, то есть какая-то кучка, где есть очень большие запасы нефти, как они живут, какие опасения, что он же все эти ориентиры же дал по всем направлениям. Очень интересно, я сказал, я как раз, знаете, хотел какую область чуть наш разговор развернуть. Достаточно ли мы научно подходим к его личности, вот даже к его, его наследию? Я имею в виду, у нас очень много пропаганды, она тоже нужна, особенно для детей, для подрастающего поколения, для внешнего и так далее, так далее. Но мне кажется, вот пока есть живые свидетели, те, кто с ним работали, есть его работа, его воспоминания, сколько мы системно это вот и достаточно бережно подходим к этому наследию. Вот у меня, как я тоже историк по образованию, и историк, у меня вот это всегда боязнь, что мы недостаточно архив передадим будущему поколению, о нем в том числе. Кстати говоря, с Ибрагимом год назад пытались что-то по первому парламенту собрать. Ну вот по золотому парламенту. Все на слуху, да, мы это постоянно о нем вспоминают, но в реальности вот мы прошлись по нашим архивам, по библиотекам, посвященному вот именно этим событиям, парламенту, там, выборам и так далее, потом деятельности, там, за 91 год мы нашли там несколько экземпляров газеты, то есть даже подшивок нет, то есть даже собранных там газетных материалов нет. Я уже не говорю о документах, которые практически отсутствуют. То есть 20 лет всего прошло. Да, то есть 20 лет прошло, и вот есть такая в сознании осталась вот этот золотой парламент, а вот этого внутреннего содержания у нас вообще практически никакого нет. То есть мы не наполнили это. И кстати говоря, что удивительно, вот мы пытались найти указ о назначении выборов в этот парламент. Мы его нашли в одной из гаагских газет «Авангард». То есть нету этого указа о назначении выборов вот 91 года. То есть может, это вроде, да, но вроде бы это недалекая такая история, но мы за это время многое чего упустили безвозвратно, которое очень сложно будет восстановить. То есть, и здесь, я думаю, мы, вот в вопросе, там, допустим, Владислава Григорьевича тоже, наверное, вот есть вещи, которые мы не должны там со временем упускать. Кажется, да, легче нам вам эти вопросы задать, потому что вы историки. И я дисквалифицированный историк, мы уже журналисты. У нас проблема еще глубже. Я к тому, что это все-таки деятельность научного сообщества, историков, это их зона ответственности. И, конечно, там должно быть сотрудничество ведомств, структур и так далее, и так далее. Но это вот та задача, которая лежит на ученых. И тут еще есть какие-то взаимоперекрещивающиеся вещи. Вот, например, да, можно ли полноценно, всесторонне осветить личность, деятельность Ардзинга, не проведя аналогичную работу, скажем, по истории нашей войны? Конечно, нет. Нет, конечно. А такая работа не проведена. Только сейчас, в этом году, вот там какие-то деньги, что-то заложено в президентском фонде, как бы целевые под эти задачи. Наверное, что-то начнется делать. Такие проекты не только войны, вот, но и первые годы после войны. Я думаю, нужно не просто вот целенаправленно относительно там личности и деятельности первого президента. Нужно еще массу параллельных вещей сделать, которые также будут освещать национально-освободительное движение 70-х, 60-х. И кстати говоря, послевоенное, вот когда тот же Конституцию, когда принимали, это, наверное, самый радикальный шаг в абхазской истории был, когда принимали вот эту Конституцию. После этого таких радикальных шагов у нас не принимали. Давление огромное было. И тогда... Акт независимости. Не, но да, все-таки это самое такое, это огромное давление тогда было. Я недавно разговаривал со Станиславом Молокубовым, он вспоминал тот период и вспоминал о том давлении, которое было. И он говорит, мы сидели, разговаривали, говорит, с Ардзинбой, и он спрашивает, говорит, старик, ну как ты думаешь? Он говорит, ну надо принимать. Он говорит, я тоже считаю, говорит, другого у нас как бы... Потом мы может этого и не случиться, то есть и не получится. То есть это вот такие моменты были в истории, когда либо сейчас, либо никогда. Кстати, вот Ахра говорила о рисках, то есть о его рискованности, а я вот смотрю все время,
помнишь, у него были цели и задачи, допустим, он ставил эту задачу, но он еще умел выжидать вот это нужное время. То есть он мог, вот это акты независимости, чуть раньше, чуть позже невозможно было это сделать. То есть он это всегда держал, он всегда, то есть это же зависит от международной политики, от вообще конъюнктуры, геополитики, от того, что вокруг творится, у кого какие конфликты. В нужный момент, даже последнее наступление, вот, а то, что касается проблемы истории, вот вспомним, с чего Владислава пригласили в АБНИ, сотрудники, да, пригласили директором АБНИ, с чего началась его деятельность. Это тоже его очень характеризует. Во-первых, он умел работать с теми, кто есть. Во-первых, он мог мобилизовать. Вот то есть люди, которые могли годами не разговаривать, они могли работать над одним проектом, над одной книгой. С чего он начал? Мы были 200 лет отчуждены от своей истории, мы не знали, мы не преподавали, у нас не было учебников и так далее. То есть он начал с создания вот этой хрестоматии, учебного пособия по истории. И он собрал всех этих историков и кого-то разводил с кем-то. То есть вот этот коллективный труд он возглавил. Он всегда понимал, значит, помните, Тамара Платоновна говорила, наша трагедия, проблема в том, в необразованности. А на самом деле у нас до сих пор, вы говорите о 90-х годах. Много, а образованности мало. А что мы преподаем? У нас есть сегодня история Абхазии преподается, история географии. Можно народ, государство создать, когда нет пространственного мышления, нет ощущения границ? Более того, мы сегодня договариваемся, наши политики, до того, что нам границы не нужны. Как это граница? Вот пространство этого зала, пространство вашего дома, вашего двора, вашего государства, это границы. То есть сожжены все архивы. То есть мы, народ, представляете, то есть это на самом деле убийственные вещи с нами произошли. Он это понимал, знание собственной истории, тем более это опыт истории. Он после войны, кстати, вот в последнее время я говорю об этом, карта Абхазии. Он каждую неделю их собирал после войны, когда платили хлебом без зарплаты. Он говорил, а за что вы воевали? Как это? А вот тогда, если бы не сделали бы эту карту, сегодня у нас, может быть, и вопросы и с границами, и паспорта. Вообще это была детективная история. Это даже сейчас можно рассказывать? Нужно. Сейчас опять начинаем. Тоже было связано с ужасным сопротивлением и так далее, и так далее. Просто мы как-то принимали в этом участие и видели, как это делалось. То есть это печаталось там в Турции на каких-то легальных условиях. Люди тайно приезжали сюда, что-то с нами обсуждали, потом приезжали на кораблях, с кораблей, на лодке, с лодки, в общем. И понимая, еще это в период блокады все происходило, и понимая, с каким-то вот таким вот сопротивлением связано, Владислав понимал, тем не менее, что это нужно. Это базы, вот то, о чем мы говорили. Без этого систематически вы ничего не построите. Несмотря на любое сопротивление, он его преодолевал. А кто сопротивлялся? В первую очередь, конечно, вы учреждаете Конституцию, вы объявляете акт о независимости, вы учреждаете собственные паспорта. То есть вы столбите вот эту, как Марина говорит, территорию, вы столбите этот статус в тот момент, когда его никто не признает, когда вам говорят, откажитесь от конфедерации, федерации и прочее. Конечно, будет сопротивление. Он, несмотря на это сопротивление, он знал, что на века это нужно было. И сегодня это база нашего государства. Вот это каркас заложился. Вы знаете, я хотел бы еще об одной дате вспомнить. Во-первых, она тоже совершенно недавно была. Это 9 мая. Это они, и Владислав часто называют это, то есть для нас слово «победа» и рождение Владислава — это тоже историческая параллель, это не случайно, может быть, тоже. В этом году ее провели чуть по-другому, и мне многие вещи очень понравились. Когда вот начали архивы, открылись, и многие там своих родственников, ты нашел там своего дедушку. То есть 3 дня назад. Такой системный подход, и стали использовать современные технологии, то есть интернет там, и так далее, и так далее. Может, есть смысл нам тоже этим заняться, и, конечно, и в отношении и наследия, и личности Владислава Григорьевича, но и других периодов национально-освободительного движения. Там послевоенный переговорный процесс очень был интересен. То есть, иногда ищешь материала, не все есть в интернете, не все издано, очень много еще рассыпано, но его еще можно собрать. Есть очень много в частных архивах, но вот такой системной работы по сбору вот этих данных, мне кажется, этого нет. Хотя возможность есть, и кадры есть, и вроде институции тоже есть, я имею в виду университет, там, АБНИ, Академия наук, музей, то есть у нас все вроде бы есть, но
Мне кажется, достаточно ли мы исторически закладываем базу для будущего поколения о том периоде, который мы прошли и прожили. Ибрагим, это, наверное, вопросы вообще... Риторически, он не к нам, давайте конечно. Вспомним, государство, вот он это понимал. У него, кстати, было историческое мышление, этнологическое мышление. Сегодня это очень актуально в мире. Не этническое мышление, а этнологическое. Судьбы народа. Это просто посмотрите бюджет страны, посмотрите, сколько мы тратим на культуру, на науку и так далее. То есть мы ставим задачу сохранять язык, развивать язык, не сохранять, а развивать язык, издавать учебники. То есть у нас можно еще десятки институтов открыть, когда не будет абхазского народа. Но вот АБНИ, это там пишутся учебники по истории, по культуре, по этнографии и так далее. Вы просто посмотрите, какое там финансирование, потом мы скажем, при отсутствии архивов... Хорошо у нас дела идут. То есть Владислав Григорьевич это понимал, вот значение этого. У него было именно такое мышление. При этом, кстати, он отличался, вот как этнограф говорит, посмотри, как он любил все народы, его все любили. Посмотри, как он относился к цыганам, да? То есть он умел... Цыгане потом, помнишь? И не только к цыганам, ко всем этносам, ко всем этническим группам, этносам, уважали даже, живущим в Абхазии. Нет, я имею в виду вот это интернациональное смышление. При огромной любви к своему народу, понимании, что нам надо построить государство, чтобы сохранить свой народ, потому что нигде, ни во Франции, ни в Армении, ни в Австралии не будет никто защищать ни абхазский язык, ни абхазский народ, его культуру и судьбу его. Он понимал, что это надо здесь, но при этом только любя свой народ, можно любить все эти народы. Он понимал и ценил самобытность каждого народа, и русского, и армянского. Это качество нашему народу присуще. Не всегда у лидеров. Нет, не всегда у лидеров нет. Он был представителем абхазского народа в этом смысле. Он, представляя абхазский народ, любя, готовый пожертвовать, да, все, что он делал и государство мы создавали, чтобы сохранить свой народ. Но он был лидером не только абхазского этноса, вот как национальности, он был лидером всего народа Абхазии, и он их объединял, он нас объединял. Лидер же сильный, власть, ты владеешь властью, когда за тобой стоят люди, которые верят в тебя. А власть это когда за тобой вот эта сила, народ, когда ты можешь объединить, а он-то объединял людей. И я часто иногда смотрю, вот сейчас в студиях должны сидеть люди, мы младшее поколение Сахара, которые мы успели, вот у нас все равно была разница, успели. Говори про себя. Да? Ну, на самом деле должны говорить люди, его соратники, те в политике, в науке и так далее, вот в таких студиях больше должны говорить они. С другой стороны, вы вспомните его последние годы, как он с горечью говорил, что самая большая боль предательства, но я как историк это понимаю. Да, это история. С другой, очень часто, вот, когда мы вспоминаем, вы посмотрите, он был как большое солнце, и вот все, кто находился рядом, очень талантливые, средние и так далее, все светились вот этим, очень многие из них светились отраженным светом. И все себя любят того периода. Все, я уверена, что все любят. Я думаю, все себя и потом тоже любят. Нет, и сейчас они продолжают любить. Но вот тех, они были звездные тогда, потому что они были вот в когорте, вот в этой команде. Нам показывают из режиссерской, что надо заканчивать уже эфир. Я хочу нас всех поздравить с этим юбилеем. Это не просто дата рождения основателя государства, он при этом сохранил человеческое расстояние к нему есть, особенно те, кто его хоть раз видел. Кто даже не видел, но при нем жил, потому что он не стал каким-то мифом абстрактным, он такой в геноме абхазском уже имеет свое место, и мы все рады, что мы его ровесник. Я это говорю без вот этого, как мы сейчас говорим в кавычках, восточного пикета. Просто он нам всем вернул достоинство в полном смысле, я имею в виду как государство, что мы можем построить государство. И мы все за это ему благодарны. И я надеюсь, что мы сможем эту благодарность, это отношение и передать другим поколениям, которые придут за нами. И не знаю, если что-то хотите добавить, поздравить, у вас есть возможность сейчас. Ничего, все сказано. Мы рады, что мы были современниками. Мы все рады, что нам что-то большое и значимое. Я надеюсь, почти что вечное удалось вместе с Владиславом. Это редко, когда вот так вот выпадает кому-то в какой-то исторический период. Нам было трудно или тяжело, и наши многие братья погибли. Но нам повезло, что вот вместе смогли сделать что-то такое важное.
наши дети, и наши внуки, и, наверное, будут это помнить. И ценить. Не забудут, наверное, никогда этого. Спасибо. Наверное, будем в этом заканчивать. У нас впереди много мероприятий в стране, его часто будут вспоминать, показывать. Я с удовольствием хронику смотрю, все, наверное, многие с удовольствием смотрят, потому что его непосредственно видеть и слышать, это всегда самое ценное. Я надеюсь, так будет всегда. Спасибо, кто был с нами сегодня, смотрел. Спасибо вам, что пришли к нам. Сегодня в гостях у нас были Марина Барцис и Ахрам Бжаня. До свидания, Бзерас.